Уже несколько лет в Абхазии проводится День добра, уроки добра в различных школах республики. Но хорошо ли мы понимаем смысл этого дня? Подробнее о вопросах, которые возникают у родителей, у школьников, у учителей и организаторов этой акции, поговорим в этом выпуске. Затронем вопросы того, куда уходят деньги, собранные в рамках этой акции, и в чем настоящий смысл этого дня. Всемирный день доброты ежегодно отмечают 13 ноября, когда в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту. С 2014 года в Абхазии культурно-благотворительный фонд Ашана проводит урок добра в школах и детсадах, а дети и учителя подключаются к процессу и проводят ярмарки добра, продают сладости и поделки, сделанные своими руками. Здравствуйте, ребята. В первую очередь представлюсь. Меня зовут Максина, я являюсь директором культурно-благотворительного фонда Ашана, а также уполномоченным по правам ребенка в Республике Абхазия. И самое главное, что я хочу донести до вас, что урок добра целью его является не сбор средств, и это не должно быть обязательно. То есть ваше участие, оно должно быть добровольным. В первую очередь вы сами должны принимать решение, куда направить те средства, которые собираются в рамках урока добра. И мне очень хотелось бы услышать какие-то вопросы от вас. А какая была максимально собрана сумма? Миллионов рублей. Это девочка Аслана Джинджоля, у нее диагноз несовершенный остеогенез. Это вот простыми словами ломкость костей. То есть при таком диагнозе кость может сломаться даже под тяжестью одеяла. То есть если даже мать обнимет крепко своего ребенка, то может произойти перелом. Как средства доходят до клиник? Но сначала люди жертвуют на расчетные счета фонда Ашана. Получается, в течение какого-то периода сумма собирается, а потом по счету, который был выставлен клиникой фонду Ашана, перечисляем на прямые реквизиты этой клиники. То есть с наличными средствами мы не работаем, мы работаем по перечислению, по счету, который выставила клиника. Когда мы вообще говорим о Дне добра, уроках добра, тут важно отдельно поговорить про два аспекта. Один из них – это прозрачность, куда уходят деньги, которые собираются в рамках этой акции. Этот вопрос, конечно, волнует и родителей, и детей, и учителей, участников акции. Второй – идеологический. Не является ли урок добра или День добра такой своеобразной галочкой? Сделали и забыли. Нам интересно понять, как в этой школе понимают акцию «Уроки добра», как она проходит. С 2014 года мы традиционно проводим ярмарку, и все средства вырученные мы передаем в фонд Ашана, как-то фонд Киарас. На ярмарку выставляются различные поделки, сладости, и покупателями у нас в основном традиционно либо старшеклассники, в основной массе это свои родители. Большая им благодарность, они принимают активнейшее участие в организации подобных ярмарок. И, в общем, это и праздник доброты, и праздник милосердия, то, что дети хотят оказать какую-то посильную помощь. Ирина Львовна, насколько сами дети и родители понимают, что это не вынужденное обязательство, что это такой акт доброй воли, от чистого сердца это происходит? Эта акция не воспринимается как обязательная. Заблаговременно, за 2-3 недели у нас дети всегда спрашивают, а мы будем проводить эту акцию «День доброты?» То есть это идет не все, большинство классов принимают, знаете, как от души в этом участии. И родители тоже. Я не видела ни одного равнодушного человека. У нас ставится прозрачная копилка добра, и все вырученные средства от ярмарки опускаются туда, а многие просто опускают свои посильную, то, что они могут внести, опускают свои деньги в эту копилку. В этом году мы перечислили фонду Ашана 149 с чем-то
тысяч. Бывало и больше, когда вот до пандемийные ярмарки мы проводили, до 170 тысяч мы отправляли фонду Ашана. Основная цель уроков изначально была и остается сейчас, это, конечно же, воспитание в детях, стремление делать добро, как так называемая прививка добра, как вы сказали. А вот сбор средств не является целью проведения уроков добра. Но мы в своих материалах изначально говорили, писали, и сейчас оставляем эту информацию о том, что если учреждение школьное или же родители или ученики добровольно, у них появилось желание оказать помощь кому-либо, подопечному какого-либо фонда, то они могут провести мероприятие, направленное на то, чтобы дети, учащиеся школы, провели какой-то трудовой день, либо там покрасили забор, организовали ярмарку, сделали поделки своими руками, реализовали это, полученные средства уже по усмотрению учеников, которые участвовали, могут быть направлены в помощь какому-либо подопечному, либо многодетной семье. Возможно, в той школе, где проводилась акция, есть ученик, у которого слабое здоровье, либо ученик из многодетной семьи, который нуждается в помощи. То есть это должно быть добровольное решение учеников школы, родителей, учителей, совместное решение, но самое главное — это вот добровольный посыл. К сожалению, есть случаи, когда учителя или классные руководители, информация доходит о том, что их обязывают детей приносить определенную сумму, там, может быть, это 100 рублей, 300, 500, и не всегда объясняют, для чего. Мы против этого. И возникают вопросы у учеников, у родителей, у учителей даже иногда, у директоров школы, а куда эти средства идут. Поэтому хочется от этого отойти. Это не наша инициатива, это не изначальная цель этой одной из самых добрых акций, мы называем так, в фонде. Не хочется отходить от самой первоначальной цели. А вам и как директору, и, может быть, родителям хочется, да, отчитаться, рассказать, вот вы собрали деньги, куда дальше пойдут эти деньги, вот какой-то отчет от фонда, от самого фонда, потом дальше историю ваших денег, ваших пожертвований. Интересно проследить, и есть ли у вас такой отчет? Я думаю, что фонд Ашана всегда открыт, и если мы захотим, или наши родители, они всегда нам отчитаются. Но вижу количество больших детей, и то, что мы вносим вклад, это капля в море для оказания помощи этим детям. Колбая Илана в фонде Ашана занимается поступлением средств, следит за тем, чтобы каждый рубль был четко указан в отчетах, и любой желающий мог посмотреть, куда именно были израсходованы пожертвованные им деньги. Одно из основных направлений в фонде, которым я занимаюсь, это ведение отчетности по всем поступлениям. А в этом году стартовала ежегодная благотворительная акция «Урок добра», в которой все школы, дошкольные учреждения принимали активное участие. И так же, как и в прошлые годы, в этом году было очень много поступлений, которые мы отражаем у себя в отчетах. Если, например, кому-то интересно, они могут зайти на сайт и увидеть, каждая школа, сколько денег перечислила в этом году от урока добра. Например, в этом году за всю акцию было собрано 1 миллион 61 тысяча 47 рублей. По сравнению вообще с остальными годами, эта сумма больше, меньше? Вообще как люди, насколько активно люди подключаются к акции? Я могу сказать, что в этом году очень активно поучаствовали в акции все школы, дошкольные учреждения. К нам звонили с детских садиков, со школ, хотели принимать участие, забирали маленькие копилочки, устанавливали у себя, потом мы к ним приходили, с детишками фотографировались. От школ как это происходит? Вот они фиксируют сумму, там подпись директора, наверное, стоит. Они, смотрите, некоторые переводили сами в банк,
денежку и присылали нам квитанцию. А в некоторые учреждения мы ходили сами, вместе с ними освобождали эту копилку, составляли акт, подписывали, один акт оставляли им, другой себе забирали, и после чего мы относили в банк и зачисляли эту сумму. И все вот эти поступления учитываются у нас в данной таблице. Единственное, что в этом отчете могут не значиться некоторые учреждения, так как они переводили на счет карты и не указывали там фамилии, название школы, потому что в некоторых в банке по переводу невозможно указать там текстом, какая школа и так далее. Поэтому в этой таблице несколько учреждений могут не значиться, но в поступлениях они есть. В классах иногда вот такое даже соперничество, кто там лучше, красивее, там сделает, и поделки какие-то интересные продать. Ну вот такой нет соперничества с таким даже иногда негативным, может быть, оттенком, какая-то ярмарка тщеславия. Стараются свои столы, конечно, вот мы выносим столы, каждый свой стол красиво оформить, все. Это как-то все-таки еще и осенний же праздник получается, как-то эстетически оформить. А соперничество, каждый старается как можно больше сделать, а соперничества такого нет. Мы не отмечаем, этот класс сделал больше, это сделал меньше. Достаточно положительное отношение со стороны родительского сообщества к вот такого рода событиям, мероприятиям. Вообще, когда был введен первый раз, я помню, День добра, у меня он вызвал очень такие теплые эмоции, ощущения, потому что это международный день, и мы как-то вовлеклись. Да, вот все вместе, и дети, и родители, вот в это действительно очень такое доброе начинание, да, которое празднуется всем миром. И готовились соответствующим образом ко Дню добра. В нашей школе, по крайней мере, в третий День добра проводился достаточно интересно, очень содержательно, эмоционально. Так что в целом родительское сообщество относится к этому очень-очень позитивно. Но есть со временем, я бы так выразилась, возникло ощущение какой-то формальности в проведениях вот такого рода дней, которые инициируются и фондом Ашана, и Киарас. То есть мы достаточно часто участвуем, но нет ощущения вовлеченности детей, погружения родителей вот в эту проблематику. Да? Ведь, в принципе, чего я бы, вот как родитель, хотела бы получить? Я бы хотела, чтобы вот мой ребенок, да, и наши дети формировались в среде с одинаковыми ценностями. И ни в коем случае не создавать какой-то формат соревновательности при сборе, допустим, средств, вот фонды, благотворительные фонды и организации, что, к сожалению, в последнее время имеет место. Это не соревнование, это надо понять. Да? И главная цель, по крайней мере для детей, главная такая воспитательная цель – это формирование вот этого человеческого высочайшего качества, такого проявления, да, сострадания, уважения к человеку, желания помочь. И ни в коем случае итогом не должна стать какая-то большая сумма денег, да, которая будет как-то конкурировать с другими школами. Нет, это не цель. Я очень уважаю деятельность фонда Ашаны, деятельность нашей благотворительной организации Киарас. Дело в том, что они делают свою работу. Вот эти акции, которые инициируются ими, да, это такие маркеры для нас родителей, для учителей, для детей. Такие импульсы, напоминающие, что вокруг нас есть люди, которые нуждаются в помощи. Согласно исследованию психологов, чем больше добрых поступков мы совершаем, тем более счастливыми ощущаем себя. Ученые считают, что те, кто выражает свою благодарность, нежность и добрые чувства к людям в повседневных делах, физически чувствуют себя лучше, ощущают свою жизнь гармоничнее.
Как привить доброту самым маленьким? Конечно, показав примеры. Забота и любовь медведицы из этого ролика как раз помогает детям понять со стороны, что такое сострадание и любовь. Надо быть добрым, чтобы другие были счастливы. Я хотела сказать про урок добра, чтобы люди были счастливы, здоровы и чтобы они не болели. Если ты кому-то поможешь, а потом у тебя случится беда, то другой человек тебе поможет, которому ты помогал. Чтобы если один человек, у него все плохо, а потом, когда у него все будет хорошо, если у нас будет все плохо, он нам поможет. Формализм в проведении таких вот мероприятий, он все более и более проявляет себя, к сожалению. Я думаю, что здесь надо кардинально менять и отношения, да, учительского сообщества, отношения родительского сообщества, какими-то конкретными программами, шагами, да, извините за модное слово, такую дорожную карту сделать, да, по доброй деятельности наших детей. Ну, например, создать волонтерский клуб при каждой школе с участием детей и родителей обязательно, да, потому что мы должны показывать пример и оказывать поддержку любым начинаниям, инициативам детей. Вот такие волонтерские клубы могут существовать в каждой школе. Ведь очень важно, чтобы ребенок осмысленно, осознанно, с пониманием того, ради чего он это делает, делал доброе дело. Да? Вот именно ключевое слово «делал». И делал это не в один день добра, а делал это ежедневно. То есть, получается, главный смысл этой акции — вовлечение общества, детей, школы в гражданскую активность, в решение социальных вот каких-то проблем, в понимание, да, в осознание того, что они тоже часть общества, и ответственность вот эту разделить должны тоже дети, чтобы вот с детства они это понимали. Тем не менее, люди, каждый по-своему, да, по желанию, в идеале, чтобы это не было такой обязанностью, а от чистого сердца это шло. Но люди собирают деньги. Насколько эффективно, на ваш взгляд, с этой точки зрения эта акция проходит? Кому смогли за эти годы помочь? Ну, с точки зрения фандрайзинга для нашего фонда это, конечно же, хорошее подспорье, не будем скрывать. Вот мы недавно, наш бухгалтерский отдел как раз подсчитывал сумму. С 2014 года более 3,5 миллионов рублей было собрано только в рамках этой одной акции. И каждый год суммы направляли на текущего ребенка, на которого в период проведения акции проходил сбор средств. А в этом году, очень важно сказать, руководством фонда, в частности мной, было принято решение всю сумму, которая была собрана, это более 1 миллиона рублей, направить на проведение медицинских акций, которые будут проходить в 2023 году. Мы в рамках 2023 года планируем пригласить врачей из медицинского центра «Импульс» города Сочи. Мы планируем пригласить одного из ведущих ортопедов Еревана, а также врачей из Томского НИИ кардиологии. То есть таким образом охват и результаты будут шире, потому что в рамках этих медицинских акций сотни детей могут проходить медицинское обследование совершенно бесплатно. То есть можно помощь направить на лечение одного ребенка, а можно охватить таким образом сотни детей, у родителей, у которых нет возможности вывести своего ребенка за пределы республики, и чтобы ребенок прошел дорогостоящую консультацию или диагностику. С 2023 понятно, вот 3 миллиона, которые вы собрали с 2014 года, когда людям озвучиваешь сумму, им не совсем понятно, вот, да? Это не так, то есть осязаемо, что-то хочется увидеть, людей, которым помогли. Какое количество детей получили помощь? 8 лет порядка 15 детей получили помощь, тяжело больных детей, 3,5 миллиона, когда речь идет о лечении, это не такая большая сумма, особенно если распределить на 8 лет, потому что иногда просто курс обследования одному подопечному обходится в 350 тысяч рублей, и операции, которые проводятся одному ребенку, иногда превышают сумму 1 000 000 рублей. Говоря об акции «Добра, Дне добра»,
Смысл ее в том, что не просто собрать деньги и помочь тяжело больным и нуждающимся семьям. Здесь главное сделать прививку добра, научить участвовать в решении социальных проблем ближних. Ведь помогая ближним, мы создаем для себя в первую очередь благоприятную среду.